Такая общественная организация, которая, ну, как маленькое правительство, скажем так. Вот. На самом деле в мире, ну, мы его смотрели, я в Турции долгое время находился. Ни там, ни в Европе, ну, насчет Америки, Японии не знаю, но вот здесь, в России, тоже такой организации, подобной организации нет, которая с утра до вечера занимается проблемами своего. И слава Богу, что есть такая организация, потому что наш народ действительно нуждается в такой помощи, особенно молодежь, потому что порой иногда смотришь на некоторых, ну, не все молодые люди способны самореализоваться, найти себя. Я даже больше скажу, 80% нуждается всегда в каком-то направлении. Да. И поэтому, когда есть такие организации, это большой плюс в целом для нашего народа, для нашего общества. Поэтому я рад, что появился такой человек, который сумел это все организовать, у нас у всех, который помогает. Обширные территории, это самое главное, то есть не только в Карачаево-Черкесии, в Абхазии. Я знаю, я от Кама все знаю. Как он мне один раз сказал, когда я начал за ним повторять, слушай, с тобой неинтересно, как ты все знаешь. Тимураз, Ну что, начнем тогда? если позволите, да, для начала вот такой браслет с нашим девизом «Вместе мы можем многое». Вот, ты теперь полноценный член нашей семьи. Добро пожаловать. Шуайгуа. Я когда женился, жена не смогла кольцо на меня надеть. У нас тут ряд вопросов, вполне себе актуальных. Один провокационный. Предлагаем установить такой формат без галстуков. Скажем так, чаепитие с Теймуразом Владимировичем. Давайте. Договорились? Давайте. Я по привычке буду обращаться на «вы». Будем фотографироваться. Хорошая привычка. Да, будем фотографироваться, еще раз обнимемся, перейдем на «ты», с твоего позволения, опять же. И, пожалуй, приступим. Да, наш кофе с брехаловки прямиком. Вот касаемо темы ВААК. Начнем чуть с серьезных тем, потом перейдем к более таким простым. Планируете ли вы в вашем творчестве как-то упомянуть, помимо, скажем так, и так есть красной линии, то, что вы абхаз, то, что вы капитан команды «Нарта» из Абхазии, чемпион высшей лиги КВН 2005 года, это, наверное, самое главное, что нужно озвучивать и говорить. Актер с недавних пор, режиссер, продюсер, к этому еще вернемся, подойдем. И вопрос в чем заключается? Вы теперь член Всемирного Абхазо-Базинского конгресса. Будете ли вы участвовать в деятельности организации, вот по-серьезки, как бы это сделал Тимураз Владимирович? Конечно, буду, иначе какой смысл мне было входить в это членство, в эту организацию, в этот конгресс. Естественно, я буду, но вы, когда говорили о том, что каким-либо образом в своем творчестве упоминать об этом, мне кажется, это как-то бессмысленно, потому что это есть, допустим, определенная деятельность, которой я занимаюсь, которая творчество, скажем так, да, это либо кино, либо вообще какие-нибудь медиа проекты медийные. И мне кажется, одно с другим смешно. Либо надо развиваться там, а то, что я абхазец, и то, что я состою, мне кажется, это уже само собой дает повод о том говорить, что я имею в виду непосредственно, как вы сказали, красная линия о том, что в принципе я состою в этом Всемирном Абхазо-Базинском конгрессе. А так отдельно с удовольствием я любые начинания, любые проекты, я даже готов предложить, я готов и подумать, придумать, и поучаствовать во всем, что предложат. Абсолютно. Я только за, лишь бы дать развитие, лишь бы какой-нибудь толчок произошел в нашем обществе. Тогда с пылу жару предлагаю вот здесь. Сразу не просили. Два десятка глаз на нас смотрят. Приглашаем вас на Абхазо-Абазинский, он уже международный культурно-спортивный фестиваль. В июле он будет проходить. Абазинские игры. Команда Республики Абхазия у нас всегда участвует. Будем рады вас видеть. С удовольствием, конечно.
Все, отлично, все видели, все Записали. слышали. Ну и совместный день флага, естественно, который мы проводим вместе с Абхазией 23 июня. Да? 20 флагов. Да. У нас телемост ежегодно. Будем ездить на машинах по городу. Идем дальше, пожалуй, самый вкусный вопрос. Вот справа от вас сидит, теперь уже можно полноценно назвать ваш коллега по цеху Мурат Исмаилович Муков. Он уже и режиссер, и продюсер, и технический директор, и начальник по свету, и гример. Организация Лошара совсем скоро, ну пока это, скажем так, инсайдерская информация, если так можно красиво выразиться. Планируем тоже в этом году, может в ближайшее время у нас идет постпродакшн художественного фильма, снятого по мотиву сказки «Три брата», национальной сказки. И вот, соответственно, вся эта ноша легла на плечи Мурата, можешь ему в глаза посмотреть. Уже по глазам будет понятно, да, через что он прошел. И от канатов до, я не знаю, мотор, экшен и так далее. Как пришла идея создания фильма «Спасибо деду за победу», вот с презентацией которого вы сегодня приехали к нам в Карачаево-Черкесскую республику, в Абазашту, город Черкесск? Ну, эта идея, на самом деле, я ее вынашивал, там, я уже говорил, и там, и здесь, наверное, тоже скажу, там, 35 лет, потому что эта история случилась со мной в раннем детстве. И поэтому просто эта история получила свое продолжение за счет того, что я стал рассказывать эту историю о том, что мой дедушка вырвал усы Гитлеру там, детям в садике, своим друзьям, а они не верили, потом мне пришлось пойти к воспитательнице за доказательствами, она тоже не поверила, пришлось пойти домой вместе со всеми к отцу, и когда у отца все спросили, это правда, что его дедушка Гитлеру усы вырвал, здесь тоже был удивлен. Но когда посмотрел мне в глаза, понял, что надо говорить, да, это правда, и поэтому он сказал, да, вечером спросил, что происходит. Я говорю, так, дедушка мне рассказал такую историю, и эта история получила свое продолжение. Сегодня я наконец-то сумел экранизировать эту картину. Это очень приятно слышать на самом деле. Спасибо, это, скажем так, мы откровение узнали, услышали, спасибо. Скажем так, вторая часть этого вопроса. Актером вы уже были, артистом Я остаюсь. имеется в виду галочка поставлена. Кстати, я не актер, у меня актерского образования нету, я, наверное, больше артист. Хорошо, переформулирую. Роли в кино играли. Каково быть в амплуа продюсера и режиссера? Ну, это только, я первые шаги сделал. Но, если честно, я никогда не боялся никаких трудностей. Меня, наоборот, всегда это интересовало, что-то новое. Меня всегда, если какая-то трудность, я специально туда шел прямо в лоб посмотреть и разобраться, в чем вообще проблема. Поэтому, когда мне говорили, действительно огромный ряд вопросов возникает при создании кино, Мурат наверняка знает, потому что и эти вопросы требуют сиюминутного решения, и не факт, что это решение будет правильным, потому что ты должен сейчас это принять и перейти к действиям. За счет того, что я, наверное, все-таки КВН в этом плане сильно помогает, потому что там тоже самая история, практически тоже всегда сроки поджимают, всегда нет времени для того, чтобы продумать все, и надо решать прямо сейчас и здесь, поэтому в этом плане мне КВН помог, и у нас, что касается производственной части, что касается именно производства кино, в принципе, этот этап пройден, и уже я знаю, как снимать кино. Что касается, как продавать его, я только сейчас начинаю разбираться в этом. И поэтому еще не совсем понимаю, если честно. Я как раз о том, о чем я говорил, что я иду на пролом, просто иду смотреть на эти трудности. Знаете, и вот сейчас с этими трудностями. Война план показала, да, вообще. Да. По ходу действия разбирались. Да. Это по-абхазски, я считаю, да. Ну, как и у всех, в принципе, у нас то же самое. Идем на пролом и делаем то, что получается. А там, где не получается, опять сидим и думаем. А там как получится. Да, вот очень хорошо получилось, что упомянули КВН. На живого посмотрим. Да, насладитесь моментом. Касаемо КВН,
Честно признаюсь, мне довелось общаться с вашим коллегой Сангаджи Тарбаевым, Да. Дэн. И вопрос не новый, но лично мне интересный. Почему? Потому что у людей, которые стали корифеями в какой-то области и заслуженно добились успеха, мне вот всегда интересно знать обратную медаль. Но обратную медаль в момент принятия решения. Насколько я знаю, в 98 году впервые вы начали так активно проявлять себя в КВН. На самом деле в 2000-м, в 98 году я просто первый раз вышел на сцену и показал пантомиму на студенческой весне в Абхазии. Или это было осень, я даже не помню. Просто вот мы там, практически весь костяк из Абхазии первый раз вышли там, в 98 году. Но мы сначала были приглашены как танцоры, потом актеров не оказалось, и нам как-то, ну вы и так танцуете, там, сыграем. Да выйди покажи, да? Да, и вот на такой волне, в принципе, нас засосало это там. Ну, это совсем первые шаги, я говорю. А так вот, чтобы как КВН уже, это, наверное, больше. Вот в 99 году у нас была лига Абхазская КВН, мы там играли за Абхазский государственный университет и стали чемпионами в этой лиге. И на базе этой команды, в принципе, была создана команда КВН «Нарт» из Абхазии. Да. Какой вопрос? Собственно, да, вопрос. Там про обратную Если медаль, бы, да, вот, а если бы в вашей жизни не было КВН, то какой путь был бы? Я не знаю, вот честно сказать, потому что у меня всегда какой-то внутри ощущение, я поступил на экономический факультет, 17 лет, в Абхазский государственный университет. Финансы. Да, потому что меня тянуло к деньгам, да. И мне вот я прямо с 9 класса знал, что я пойду буду экономистом, и что буду там зарабатывать большие баснословные деньги. Ну, это в крови, да. Да, но как-то в этом и учился хорошо, мы учим. В принципе, у нас весь курс был очень крепкий на первом курсе. И как-то на первом курсе вот Тимур Кискири, мой ближайший друг, он танцевал уже в ансамбле, он был там солистом в Кавказе. Ну, вы знаете, это тяжелые времена для Абхазии, 90-е годы, когда Абхазия была в блокаде, и мужчинам практически невозможно было выехать за пределы республики. И он мне предложил пойти в ансамбль, потому что ансамбли выпускались тогда с Абхазии, творческие коллективы могли выезжать. Ну, он говорил, что там через 3-4 месяца будет поездка в Уфу, по-моему, в Башкирию. Как раз можно успеть выучить. А я не танцевал, но нигде, ну как не танцевал там. На свадьбах, естественно, танцевал, но так что движения не знаю. И вот пришлось, пошел с удовольствием и начал заниматься танцами, и все, и мы уже поездили там и по России, и в Турцию поехали, уже стал видеть мир какой-то. И танцы действительно засосали меня очень, я полюбил их искренне, все, но в какой-то момент у меня возникло ощущение, что это все не мое, что что-то хочется большего, и внутри это как-то вот сидело просто. Ну и когда вот, я не знаю, как сложилась бы моя дальнейшая судьба, но факт, что интерес к экономике и к финансам у меня прошел практически на втором курсе уже, и творческое, то есть те же танцы мне стали больше нравиться, чем там сидеть, составлять отчеты или заниматься кредитными операциями, которых нету в Абхазии. Это весь прикол был в том, что я действительно, когда заканчивал университет, у меня была дипломная работа кредитные операции, по примеру одного из коммерческих банков в Абхазии. А на тот момент ни одной кредитной операции в Абхазии не проводилось, и я писал, вот, если бы можно было бы, то можно было бы, вот это, есть ипотека, но она у нас невозможно, но можно было бы, вот такая у меня была вся дипломная. Да. Поэтому я не знаю, чем бы я занимался, ну, однозначно, точно, ну, не знаю, мне нравится заниматься конкретными делами, если я занимаюсь. Если мне дело нравится, то я им занимаюсь, я отдаюсь ему полностью. Вот так скажу. Я не знаю, что бы я еще мог полюбить. Наверняка что-то мог бы полюбить и заниматься другими делами. Тимурас, у нас чаепитие, пожалуйста, угощайтесь, мне немного уже неловко. Это кофе? Чаепитие? Вот такой вопрос. Информация поступила от Мурата Исмаиловича. Почему? Потому что преимущественно организацией всего фестиваля культурного, а в частности День флага, который мы всегда проводим с Республики Абхазия в один день, это 23 июля,
он нам уже озвучил такую проблемку. Да, наши братья пойдут на выборы, я даже не знаю, как нам это все красиво сделать, как это раньше было. Парламент Республики Абхазия утвердил 21 июля 2019 года днем выборов президента Республики Абхазия. Вы пойдете на выборы? Ну, конечно, это долг каждого гражданина, естественно, я пойду. Вот какой будет у меня выбор, я не скажу. Не, это, конечно, это, да, это Пойти частное дело, проголосовать. да. Я обязан, естественно, я участвую в жизни Абхазии, я обожаю Абхазию, естественно, я буду участвовать в этом всем. Я пойду на выборы. Да, мы тоже, если честно, сидим, мечтаем, как бы нам тут развернуть это все, но пока это только планы. Большое спасибо за ответ. Видите, человек пойдет на выборы. Вот это самое приятное. Идем дальше. Честно признаюсь, мы, конечно, изучали вас не только по социальным сетям, YouTube-каналам и выступлениям команды НАТО из Абхазии, как Мурат говорит, однажды в России, но и касаемо семьи. Везде, где есть интервью, всегда все подмечают, да, в принципе, у нас и какой-то национальный момент такой. Мы очень все любим семью. Если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте, у вас 3 детей. Не ошибаетесь. 3 детей. А вот вопрос такой, какие у них уже проглядываются таланты, Ну, наклонности? Старший мой сын, у него очень хорошо получается, он в спорте. Ну, они, во-первых, учатся все нам было хорошо, там, на 5, иногда 4, иногда и 3 приносят тоже. Ну, как все дети. А так у него в боксе он себя реализовывает очень хорошо, мне тоже нравится, потому что я сам занимался тоже боксом. И, когда мы переехали в Москву, это в сентябре мы переехали, там у него относительно под Новый год был, я даже не помню когда. Недавно были соревнования, и он на них очень хорошо себя проявил тоже. Ну, не принято у нас у абхазцев Хвалить. Да, своих детей, да. поэтому просто занимается боксом. Как это? Я хоть чада какая-то. Момент. У нас тоже тут вопрос, а президентом Абхазии не хотите стать в связи с последними событиями? Это наши зрители. Да. Да, Вопрос. сейчас Тимурас. Ну, это с Зеленским связано. Да. Мне уже звонила почти там, не знаю, пол Абхазии, предлагала. Мы еще на серьезах все, мы тебя поддержим, давай. Ну вот тоже зрители поддерживают. Проклятие хотел бы. Спасибо. Но я вам скажу следующее, я сейчас разрабатываю сериал, который будет называться «Независимый», про президента Абхазии, который зависит от всех. Сериал это, ну, не конкретно какой-то из президентов, который был, это собирательный вообще образ. Президента буду звать Даня Таймураз Владимирович. Я, скорее всего, вот в этом сериале я буду президентом. Ну, жанр ожидается комедийный ситком, да? Не факт, что будут элементы комедии, но я склонен больше, наверное, к драме. Нет, драма. Это, да, Ничего себе. Да. Драма, Ничего комедия. себе. Драма, драмеди. Драмеди. Не, я не придумал это, есть такой жанр. Комедия. Драмеди. Да, день у меня вообще замечательный, я еще новое слово услышал, спасибо. Не, это давно придумано. Есть такой жанр. Ну да, я не знал, Удивительно, что если его вообще не к своему слышал, стыду. Ну, это новое. Сериал в Абхазии сниматься будет? Скорее, да, конечно, но про Абхазию в основном. Но, возможно, он попадет на канал российский какой-нибудь, либо на площадки, интернет-площадки. Там уже какие-то договоренности есть, просвет. А все Чего? выбрали? На каком языке? Ну, на русском. На родном, нашем. Нет, я имею в виду. Да, сейчас. Актеров еще не всех выбрали, но основные актерские составы, в принципе, подобран. Ну, там еще надо. Ну, я когда пишу, всегда сразу понимаю, кто что будет делать. И выстраиваю характер героя, в принципе, исходя из, ну, зная, кто будет играть, как он это сделает. Поэтому... Рыбка. Да, бывает. Все. Да, это можно отдать сюда, да, спасибо.
Вот ближимся к заключению, что вас тоже не задерживать. Знаем, что у вас турне большое намечается. Желаем вам Да, больше спасибо. сил, энергии. Вот такой вопрос, Тимураз Владимирович. Какие новые творческие проекты нам ожидать? Ну, я, в принципе, о них только что сказал. Еще. Сериал, не знаю, я пока в разработке много, я цепляюсь за все практически, потому что мне интересно все, и YouTube, и, я не знаю, и телевидение само. Да, посмотрим, как что выйдет. Так-то, конечно, хочется в нашей республике сделать какую-нибудь большую киностудию, куда будут свои хорошие времена приезжать и актеры не только из России, но и из дальнего зарубежья. Вот как раз мой друг, соплеменник, соучастник команды КВН, о ком я говорил, Тимур Кикискири, он уже второй год создал в прошлом году Сухумский открытый кинофестиваль, и, в принципе, со всего мира кинорежиссеры приехали и показывали там на свои короткие метры. И у него там и члены жюри были достаточно весомые, и не только с России, тоже с Европы были приглашены. И я хочу сказать, что это на хорошем уровне он создал и держит вот второй год. К сожалению, я не смог там в этом году быть из-за фильма, который выходит сейчас на днях. Но я имею в виду, что наши планы, в принципе, в целом нартов из Абхазии остаются до сих пор общими, и мы потихоньку пытаемся их реализовывать. Ну, а основная идея, естественно, это пропиарить нашу республику и сделать там хоть что-то, какие-то благоприятные условия для подрастающего уже поколения. Наше время их У меня не вот было, такой вопрос. но мы вам сделаем. Я понимаю, может, чуть-чуть в кухню залезу, но чисто гипотетически, как говорится. А возможно ли устроить кастинг у нас здесь, в Малой Абазе, в Абазаште, чтобы Обязательно. наши братья-базины нашли свою, может, эпизодическую роль в вашей Конечно, работе? конечно. Не то, что возможно это надо делать. И я просто если честно, такой мысли не было изначально. Но сейчас, после того, как вы озвучили, я с удовольствием проведу. Тем более, еще девушка спрашивала так. А актеры уже все найдены. Актеры уже все найдены. Да. И заключительный вопрос, точнее, это больше такое даже предложение, вопрос-предложение. У нас такая традиция, наши гости делают пожелания от себя лично нашим зрителям и всем присутствующим. Ну, это абхазский тост получается. Ну, на самом деле, что пожелать, я желаю всем, естественно, здоровья и всем хорошего настроения. И, знаете, так, самореализации хорошей. Потому что когда человек самореализовывается, он становится счастливым, и у него и здоровье появляется, и все. И любите себя, любите свой народ, любите друг друга. Я это будет делать. Еще можно последнее, то, что вот Ахев про голубя, то, что вы говорили. Коронная. Коробка. Да. Все просто спрашивали, ждали, чтобы вы это сказали. Ловите. Большое вам спасибо. Я, наверное, передам заключительное слово Мурату Исмаиловичу и подытожим наше число. Один маленький такой вопрос еще. В этом году, да, и Анфиджет, дай бог, наверное, выйдет наш фильм. Мы на презентацию пригласить хотим. Приглашение. Слово есть. А если сказал бы, я не приеду, не пригласили бы нас? Вот мы хотим пригласить. Мы все равно пригласили бы. А вдруг за это время что-то Не изменится? знаю, как получится. Каждый поймал, не пригласил. Я приеду. Большое спасибо. Чайхат, на самом деле, пускай все реализовывается. Да. Все планы, все поставленные задачи. Самое главное, вы знаете, когда мы играли КВН, мы сейчас только говорим об этом, вау, такие лавры. Да. Когда мы начинали играть, мы даже мечтать не могли, что мы попадем когда-то в высшую лигу. Ну, да. Первый год, когда мы начали играть, просто потусуемся и все. А второй год мы уже начали мечтать об этом. Третий год мы уже как цель поставили это. Четвертый год мы уже стали идти. Пятый год мы выиграли высшую лигу. Так что, и только поэтому, вот этот путь пройдя КВНовский,
Мы пошли в кино с Тимуром Кикискиви, потому что мы поняли, что в принципе в жизни все возможно. Естественно, если бы этого у меня не было бы такого пройденного пути, какое кино я бы закомплексовал бы, если никуда не пошел бы. Но я понял, что если там мы такое сделали, то и здесь тоже это возможно. Так что ничего невозможного нет. Газуйте, братцы. Мы с вами, да? Да. Ну, на этой ноте, я думаю, можно будет закончить. Спасибо большое, Тамурас. Вам спасибо за приглашение, Большое за здоровье. вкусный кофе. Он